Курдистан вы не найдете на карте, но она главная мечта 45 миллионов курдов, народа, у которого нет своего государства. Эксклюзивный репортаж Романа Бочкалы из иракского Курдистана. Это самый престижный район Эрбиля, столицы иракского Курдистана. Здесь живут члены правительства, депутаты, их семьи. Въезд только по пропускам. Добрый день. Добрый день, как вы? Добрый день. Нас встречает дочь хозяев, а вот и сама хозяйка дома. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман. Лейля. Очень приятно, Неля. Родилась в Крыму, выросла в Узбекистане. Туда Нелю, как и большинство крымских татар, депортировали. В Ташкенте встретила будущего супруга. Я вышла замуж за иракского иммигранта. Иммигранты были тогда наши с Мустафой Барзани, 500 человек. Мустафа Барзани, лидер курдского освободительного движения, после Второй мировой пытался создать независимый Курдистан. Но это не входило в планы Ирака, Сирии, Турции и Ирана, на территории которых проживают порядка 40 миллионов курдов. Одной из крупнейших в мире наций, не имеющей своего государства. В 1947-м лидеры курдской революции были вынуждены бежать из Ирака. Их принял Советский Союз. Лидеры курдской национальной освободительной движения, они учились в Киеве в университете Шевченко, они учились в медуниверситетах Богомолца, они учились, это именно вот это все в Киеве. Очень много даже учились в Львове, учились, они закончили, они сейчас занимают высокие должности. Условия для возвращения в Ирак созрели в 1959-м. В Ираке был переворот. Как говорится, мужья вынуждены были вернуться на родину. Вот когда вы познакомились с супругом, вы знали, что вот он хочет быть революционером? Нет, этого не знали. Мы даже вот, откровенно говоря, что мы не знали, что же они курды. На родину лидеры курдской революции возвращались не просто хорошо обученными, но и женатыми, в основном на крымских татарках. Вот она с Крыма, это ее мать, Фарида, мать. Ее нету в живых. Это тоже уже нету в живых. Тамара тоже нету. А откуда они? Они это с Крыма. В 1961-м началась курдская революция. Муж Нели вместе с будущим первым президентом иракского Курдистана Барзани отправился воевать. Потом была тюрьма, где довелось побывать и нашей героине. В 70-х побег в Иран. Как помните, были жены декабристов, да? Да. За своими мужьями в Сибирь. Вот так вот. Вот у нас тоже так было. В 90-х иракскому Курдистану удалось добиться автономии. Вторым президентом Курдистана стал сын Мустафы Барзани Масуд. Да, вы близко знакомы. Он вырос у вас на глазах. Да, вот. Скитания сменились высоким положением в обществе и материальными благами. Мы стали жить с 96-го года. И ни зарплаты не хватало, ничего не хватало. Жизнь тяжелая была, все дорого было. И жизнь очень тяжелая. То, что там мы не видели, в этих 90-х годах видели. Пока в 96-м году все прошло, все забылось. Уже было как-то свободно и дышать свободно. В наши дни Курдистан де-факто независимое от центрального правительства Ирака де-юре остается автономией. А советские жены революционеров заняли свое почетное место в истории освободительного движения Курдистана. Роман Бочкала, Вадим Свиридонов. Подробности. Телеканал Интер из Ирака.